15 лет назад на экранах чеченского телевидения впервые вышла в эфир юмористическая и сатирическая программа с забавными героями под названием «Хапар-Чупар», что в переводе на русский язык означает «Бухты-барахты». Программа стала карикатурой общественного уклада того времени. В сатирических сюжетах можно было узнать и ичкерийское руководство, и простых обывателей, и бандитов, которых в то время расплодилось, что грибов после дождя. У истоков становления программы стоял один человек – Хош Бауди Исраилов. До Хапар-Чупар он был известен в республике как артист театра и художник-карикатурист. Обладая талантом артиста, нестандартным видением карикатуриста и довольно комичной внешностью, Хош Бауди изначально поднял сатирическую планку программы довольно высоко. Уже с первых выпусков он и его партнер, актер Султан Исламов, обладающий, кстати, еще более комичной внешностью, начали высмеивать существующий в республике режим, вплоть до самого лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Надо было показать, как показать эту жестокость, эту кровожадность в какой-то форме. Вот я все-таки нашел, и мы, наша группа, нашли форму выражения в форме сатиры, юмора, шутки. Уже впервые начали снимать наш Хапар-Чупар, тогда он назывался Цамуна Диловой. Мы поняли, что это не из легких жанр, самый страшный, такой коварный жанр, что смешит людей. Находить шутки, иронию, сарказм – это очень тяжелый труд. А некоторые думают, что это такая, подумаешь, я сам сделаю. Пусть попробует. Мы были на гастролях в Нью-Йорке, там как раз меня вызвали, говорят, тебя кто-то там черный вызывает. Я говорю, здесь все черные, негры. Я вышел, смотрю, наш земляк стоит, Магомед. Он познакомились, там все это самое. И тоже спрашивает у меня. И спрашивает. Хачар-Чупар привез, я говорю, понятия не имею. И вот так вот, куда ни приедешь, везде наши земляки спрашивали про эту кассету. Потом вернулся, как я вернулся домой, начал вообще искать эту кассету, спрашивать, что это такое. Наконец-то я его достал. И вот размножили, ребята смотрят с большим удовольствием. Рассказ будет неполным, если не подчеркнуть то, какой была общественно-политическая ситуация в республике в то время. Противостояние сил Ичкерии и вооруженной оппозиции, похищение людей, полный правовой беспредел. На фоне всего этого программа Хапар-Чупар стала рупором свободы слова и воспринималась простыми людьми на ура. Чеченцы – это особая национальность, которая не может быть без юмора, без чувства юмора, без задора, без шутки, без сарказма. Хорошее дело в чем? Потому что тебя любит народ. Даже после начала Первой Чеченской войны, когда, казалось бы, гайки прикручивали всему, имеющему отношение и к чеченцам, и чеченскому, программа не только не прекратила свое существование, но вышла на новый уровень. Теперь в героях Хапар-Чупар угадывались генералы, военнослужащие и бойцы сепаратистов. Интерес к программе был огромным. Слава программы вышла за пределы республики. Она была очень популярна среди чеченцев, проживавших в других регионах и странах. Таус Абдурахманова жила и работала в середине 90-х в Казахстане и Узбекистане. Интерес к программе проявляли и местные жители. Именно для них она переводила Хапар-Чупар на русский язык. Тут можно, конечно, говорить о нарушении авторских прав, но таким образом, благодаря героям Хапар-Чупар, о чеченском юморе узнавали другие народы. Там у нас была такая студия, коммерческий канал. Его озвучивали сам казах парень, его звали Ермек. Он его озвучивал на казахском языке. И у нас был такой прикол, как говорится в народе, был такой прикол, если останавливает гаишник этого человека, то явно он говорил «только через мой пост». Эта фраза, в кавказской пленнице «женщина, друг человека», также осталась и в народе казахстанцев тоже. Не имеет значения, что он чеченец, или русский, или там чечен, или казах. В следующий раз обратно будешь ехать, документ проверят. Толку меня проверят. Имя Хош Бауди Исраилова, конечно, у всех сразу вызывает улыбку и хорошее настроение. Почему? Потому что
когда мы все вечером садимся смотреть телевизор, вот эта известная телевизионная передача «Хапар-Чупар», она всегда давала настроение, хороший заряд бодрости. Это был такой хороший юмор, в хорошем его восприятии. Вот. Я знаю, что в этом году исполняется 15 лет этой телевизионной передачи. Хочу пожелать авторам, исполнителям, создателям этой передачи дальнейших творческих успехов, чтобы они не останавливались на достигнутом, чтобы еще дальше развивали вот этот жанр, потому что у нас в народе всегда шутка, она присутствовала, и она необходима. Как говорит сам Хошбауди, первым, кто поддержал его словом и делом, был Ахмад Хаджи Кадыров, на тот момент муфтий республики. Этот мудрый человек понимал, какую роль играет передача в глазах мировой общественности. Когда отовсюду на чеченцев вешались ярлыки бандитов и убийц, способность к самоиронии характеризовала наш народ как цивилизованных, жизнелюбивых и разумных людей. За все время, за 31 лет, сколько я работаю в театре, и вот я работаю, и когда я начал снимать эти Хапар-Чупар, еще уже 15 лет, самый первый человек, который признал меня, который сказал мне: «Дейл рейс холхон, хош бауди, ахбинек бог болбон, не угр халчхина, не ядвак ятсеш, не яхдакадик эл сун баркал эл, так угр хала ахмад хажух, да геш дуэльсу». И вот по-моему максвек и эл тагвац, ну хум эл масмазе бах, который признал мое искусство, то, что это именно нужно народу, который воспитательный, то, что элик его. Ну Рамзан был, дегаж, Рамзан с году, щедро что году, хожа амдвац. Кадыра, твой элик хож был, то цархож ашти, теви ничто. Маршал хатна хож был, да моду аулкши, да что то бо башуйха, асм бо башуй джимбо, багаж лухач. Так угрха хатти цо, ламз я шуй, да ламз хайбо бир, бок мелбон абокш бир. Сегодня, просматривая картинки тех далеких и уже невозвратных дней, наблюдая за забавными, казалось бы, проделками двух героев, понимаешь, каким мужеством нужно было обладать, чтобы столь откровенно говорить о пороках общества, изобличать политических хамелеонов. Иногда случались и попытки давления, которые благополучно разрешались в пользу творческой группы. Столь велики были любовь и признание людей к артистам, в том числе и среди тех, кто по долгу службы был обязан пресекать всякое инакомыслие. Случались и казусы. И вот однажды у нас, помнишь, у нас был эпизод, сюжет такой, мы там журналиста крадем. Это же тогда был такой период, 97-й год это был. И мы снимаем как раз вот около права человека, там за углом, это сейчас кафе, барский дом, за углом это было. И мы снимаем раз, два, три дубля, не получалось. И вдруг на третий, четвертый дубль мы так яро надвинулись, схватились, и как будто в сердцах как бы бьем этого журналиста за квартиру. И не знаю, кто это, то ли пошутили кто-то пошутил, кто-то всерьез позвонил, СНБР, и позвонили, и они разом, несколько машин, автоматом, пистолетом, стоят, лежат, хабяхкан, народ, кто бежит, кто падает, кто лежит, а мы не знаем, что такое случилось. Один из них подходит, говорит: «Хожвады, а вы что тут делаете?» Говорит. А мы, говорит, мы сюжет, фильм снимаем. Какой фильм? А где журналисты крадут, говорит? Это мы, говорит, снимаем сюжет такой. Выражаю ему благодарность за то, что он в самые трудные времена оказывал нам поддержку и всячески старался развеселить нас. В свое время с ним еще был султан, они вдвоем очень развлекали народ и поддерживали нас. Я от всего сердца и от всей своей семьи поздравляю его и его передачу. Столь несерьезная программа в свое время стала самым серьезным индикатором того, что чеченское общество не больно, а в большинстве своем состоит из здоровых психологически людей, к сожалению, являющихся заложниками горстки политических авантюристов. Кто-то думает, что если мы хорошо живем, там чего-то там шутит, у нас все есть. Но это нельзя говорить такое. Любой цивилизованный человек должен иметь для себя в себе чувство юмора. Пошутить над собой должен уметь. Любой цивилизованный человек, он не должен угрожать никому. Значит, народ, который не любит юмор, значит, считай, народ уже пропал. Хапар-Чупар стал площадкой для творческого взлета малоизвестного до того времени султана Исламова, Зака.
После участия в Хапар-Чупар к нему пришла бешеная популярность. Сегодня он живет и работает в Москве, снимается в фильмах, выступает на эстраде. Хошбауди Исраилов тоже не стоит на месте. Он с группой творческих людей создал чеченскую кинокомпанию «Прометей», выпустил несколько номеров сатирического журнала «Золга» «Аса». журнал сатирический. Мордовий царь, массер, узбеки, массер, хельст, а вой ногчик, там вой вейш, айстен ашхельч, вой там журнал хельдиес, хундельч, забр, кедек, хельеш, юис. Мугалдес, из-за дух идеологический, воспитатель дух из. Автору и участнику данной передачи я хочу пожелать многих лет творческих успехов, огромную благодарность за тот оптимизм, который он внушает зрителям и слушателям, и просто человеческую благодарность за то, что он есть. Да здравствует Хошбауди Исраил. Хошбауди уверен, что кино – это самый мощный инструмент идеологической борьбы и лучшее средство в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Он знает, и чеченцам есть что рассказать миру посредством кино. У нас сейчас открылась своя кинокомпания «Прометей». Сейчас собираемся уже на профессиональном уровне снимать кинофильмы. Будем. Вот много, в плане много у нас. Там и короткометражные кинофильмы, комедии, особенно «Война, и художественные фильмы. У нас планов много. Я сейчас говорить не хочу. Я думаю, у нас сейчас есть договоренности с Москвой, с Ленинградом. Большие перспективы. Они даже заинтересовались, даже в Швеции были кинематографисты. Они сказали, мы бесплатно будем работать, можно работать в Чечне с вами, вот именно с Прометей. Вот хоть сегодня, пожалуйста, сейчас пока возможностей таких нет, но мы стараемся, любой ценой стараемся возродить свой Хапар-Чупар, поскольку это душа народа. Мне кажется, народ любит, народ требует. Значит, наш долг быть среди народа. Когда-то другой великий персонаж барон Мюнхгаузен сказал: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь, ибо все самые великие глупости на земле совершены серьезным выражением лица». Герои Хапар-Чупар заставляли нас улыбаться и смеяться, когда серьезные люди с серьезными лицами творили величайшие глупости. Вспоминая мутные времена жестоких 90-х, мы обязательно вспомним героев той эпохи – Хапар-Чупар, и наши лица озарит улыбка. Это правильно. Добро всегда должно побеждать зло. Не всегда оружием, а иногда и вот так, юмором и сатирой. Если хорошо посмотреть историю, то Исраилова можно сравнить с Мулла Хаджи Насруддином. Та же самая его передача.